Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кьюти-24, с вами Петр Цыпандин. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. Мы находимся в ресторане Red & Green, где, собственно, Семен работает у нас шефом. И к нам сегодня в гости пришел педагог-организатор колледжа цифровых профессий «Синергия» Дмитрий Шарипов. Дима, приветствую. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Семен. Очень приятно. Дима, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. И у нас кулинарный концерт, кулинарный ток-шоу. Чем вы к нам сегодня пожаловали? Это блины. Блины, да, блины, фаршированные говяжьим фаршем и приправленные, значит, фирменным соусом. Чесночным. Фирменный соус еще есть, да? Да. Слушай, сразу такой вопрос. Обычно, расхожая такая фраза есть: первый блин комом. Как в твоем случае? Ты вообще блинами... рука набитая такая, Рука набитая. с детства, с 8 да, лет. многие гости перед тем, как нам на передачу прийти, они прям тренируются туда-сюда. Были тренировки или тебе не нужно это? Да нет, я с 8 лет, вот я помню, как бабушкины блинчики, когда я просыпался утром от этого шипения плитки, эти вкусные блины, и когда она меня учила, я, в принципе, навык не потерял. То есть это вот рецепт, скажем так... Бабушки. Бабушкин рецепт. Да. И с 8 лет ты уже сам уже... Да. Все, тогда у нас вопросов сразу нету. С чего начинаем? Так, мы начнем... С теста, да? С теста, да, начнем с теста. Берем, значит, полстакана муки, воды. Дмитрий, вы, получается, часто готовите дома, да? Периодически. А как по вообще с случаю. готовкой? Любишь готовить? Готовить люблю, но редко. А помимо блинов, что еще любишь готовить? Мясо, свинину, Есть говядину. фирменные блюда? Скажем так, любим готовить овощи на гриле. Значит, это у нас грибы, шампиньоны, перец болгарский, вот, и помидоры. И все это с мясом под хорошее вино. Так, теперь мы сюда ложим нашу соль и перец. Вот соль и перец. Все у тебя так аккуратно все приготовлено. Да, постарались, чтобы это было более-менее эстетично. Так. Перец тоже идет, да? Так, соль, извиняюсь. Это фарш. Да. Да, Когда я думал, это перец, хорошо, нет. Хорошо, что я переспросил. Тесто чуть-чуть сахара. Сладкое будет. Да. 2 ложечки. Так, теперь. И мука, наверное. Да, мука. И в конце мы положим, растопим маслица сливочное на ложечке и, значит, туда положим. Так. Получается, этот рецепт ты готовишь уже с детства? Да. В любое время? Да. Или по празднику? Ночью разбуди и пошел. Ну да, можно сказать так. А какое любимое блюдо вообще? Любим борщ. Я люблю борщ. А почему? Вот он очень вкусный. Такой допрос. У меня отчим украинец, вот, донецкий. И, значит, он любит очень готовить украинский борщ. Вот он очень вкусный, такой с кислицой, такой не похожий на остальные. Вот. И вот я его привык есть, и, значит, кушаю и радуюсь. Слушай, у нас первая рубрика обычная такая небольшая визиточка. Да? Расскажи, пожалуйста, Дмитрий, о себе. Откуда родом? Я родился в поселке Чукурдах Алайховского района в 1987 году. Где самая вкусная рыба? Да. У нас же всегда так. Самая вкусная. Чурапчинская, Караси-Кобяйский, рыба Чукурдахская. Чукурдахская. Да. Ага. Ну вот, там, значит, учился до 3 класса. Жил у бабушки, вот как раз-таки по блинам, да, бабуля меня научила. И после этого переехали в 1997 году сюда, в Якутск. Здесь закончил Мархинскую среднюю школу номер 1. Потом учился на юриста. Это отдельная история. Вот сразу, да, вопрос. Обычно, почему человек выбирает ту или иную профессию, думает, что он выбирает эту профессию? Вообще вопрос, связанный с профессией, это, я считаю, очень серьезный и важный вопрос.
для Ну, любого да, молодого человека. Ага. И очень важно определиться вообще-то с самого начала. Вот, к Желательно, сожалению, да, если у тебя какое-то призвание, если ты с самого детства что-то любишь, что это выбираешь и идешь, да? Да. Ну, я вот про себя скажу. Я физик, но сейчас телеведущий, я не знаю почему. ну вот, а я, Да, а ты значит, юрист. я юрист, Ага. да. Собственно говоря, тогда, можно сказать, наверное, по общей тенденции мы с друзьями как-то решили поступить. У нас, кстати говоря, вот это учебное заведение располагалось в нашей школе, в Мархинской первой. Ну и вот мы, в общем, компанию туда пошли, можно сказать, за компанию. Ну, Вот потом уже долго не осознал, думай. да, потом уже осознал о том, что, значит, это все-таки не мое. Вот. И, по сути дела, вот именно юристом, практикующим юристом я не был, не работал. Вот. Душа меня всегда тянула в другие степи, вот. Ближе к животным, ближе к природе. Вот. Но, тем не менее, я практически всю свою жизнь работал, вот, скажем так, на административных должностях. И вот сейчас я вот работаю в образовании. В образовании. Очень интересная сфера, мне очень нравится. Ну, надо сказать, что я со школьных лет вот, общественный и молодежный активист, разные молодежные организации возглавлял, состоял в них, ну, такие как Молодежный парламент при Госсобрании ЛТУМЭН, Якутский союз молодежи, может быть, Но слышали, это Российский такое- союз молодежи, да. Это очень серьезные вещи. Ну, для молодого человека и ответственные. Да, и ответственные, и очень серьезные, да. Вот, поэтому для меня, конечно, это было очень важно и интересно. Так, да. Так, У нас здесь готово, да? так, да, я все. Практически, да. Масло надо. Давайте я растоплю масло, у нас плиточку включить. И сейчас беремся за фарш, да? Да, и мы беремся за фарш, будем его сейчас жарить. Так, масло вы сюда добавляете? Да, я хотел бы его растопить. Растопить? Да, Тут сначала. уже у нас масло растительное есть. Ясно. Ну, давайте тогда обойдемся растительным маслом. Хорошо. Ну, мы обычно используем сливочное масло. Кусочек сливочного масла, чайной ложки, ну ничего. А Хорошо. можно добавить Ну, давайте так сразу можно. чайную ложку, да? Да. Она хорошей температуры. Шеф сказал, можно, значит, можно. Да, если так, то Это вопросов пока вообще можно нет. выключить. Хорошо. Так, значит, теперь мы переходим к фаршу. К фаршу. Ну, то есть, Да. то, Ну, собственно, перед этим, начинка. да, перед этим я хочу вот сказать, да, сейчас я вот тесто это забираю и буду готовить это непосредственно на самой кухне по техническим причинам. Ну да, Да. наша плитка, к сожалению, не позволяет готовить здесь. Да, а вы пока начнете Фарш. подготавливать начинку, А делать ты, соус. а ты вот такую стопку принесешь нам? Да, ну, буквально минут 10. Минут 10. Да. Ну, блины же быстро, да? Да, конечно. Да. Дмитрий, не против? Не против. Хорошо. Наоборот, это очень даже большой плюс, что такой именитый повар будет готовить мои обыкновенные блюда. Да, ну... Они уже превращаются в говорится, необыкновенные. как говорится, да, ну, тесто готово, что тут не умеете, да? Так, ну что ж, С готовым тестом. Это тоже надо уметь, знаете. Вот Нет, блинчик, чтобы он так вот расползся по сковородке, это при всем навык уважении я надо прикалываюсь, иметь. конечно, да. Я люблю шутить над Семеном, как и, собственно, Семен любит шутить надо мной все время, мы друг друга подначиваем. Итак. Семен у нас удалился жарить блины, а мы с тобой, Дмитрий, уже начинаем за... Переходим, да, к начинке. Да. Будем готовить фарш. Вот так у нас включается плита. Да. Масло ты уже чуть-чуть уже добавил, да, в сковородку? Мгм, да. Так, значит, Ну, тут сковородка, да, уже она вот довольно очень быстро нагревается, потому что это инфекционная. давайте так, опа. Что за фарш? Говядина? Говядина, да. Ага, традиционно. Да. А что еще добавляешь? Да, ты говорил, что фирменный какой-то соус. Соус. Ага. Да. Рис не добавляешь? Рис нет, не добавляем. Только мясо. Только мясо. И соус. Соус мы не в мясо добавляем, мы будем в соус макать. То есть блин, Да. Да, мы зафаршируем и будем макать в соус. А так мы его поперчим, посолим, конечно, обязательно. Так. Ну и вот, продолжая, да, о себе. Значит, всю свою жизнь вот занимался 17 лет общественной вот этой молодежной движухой всей. Да. Вот в 30 лет. Коснулись, что Ну, ты значит, молодежным парламентом, да? Да, Молодежная ассамблея народов Якутии была вот одна из последних организаций, которую я возглавлял республиканского масштаба. Многовато, по-моему. Да. Нет, смотри. Вот.
Это очень интересно и важно. И вот всем своим студентам я всегда, где выступаю, говорю и объясняю, что очень важно не только учиться, работать, да, семейные вопросы, но еще уделять время, ну хотя бы четверть своего времени на общественные дела. Вот вспомните наших все-таки отцов, да, праотцов, они все работали раньше в комсомоле, да? Ну, да. И сейчас кто они, где они сейчас? Многие сейчас руководят республикой, руководили на тех или иных предприятиях, отраслях и так далее. То есть это помогает раскрыть какой-то свой внутренний творческий потенциал, организационные, лидерские качества раскрыть. И в жизни очень сильно помогает. Да в любом коллективе есть профсоюз. Ты приходишь туда, работаешь, участвуешь активно. Тебя замечают, продвигают и так далее. Ну, если говорить с позиции выстраивания карьеры, да. И коммуникации развиваешь свои. Ну да, новые знакомства, новые люди. В коллектив легче входишь, да. Да, показать себя, ну то есть коммуницировать так, да. скажем тогда. Поэтому Это не очень хорошее слово, конечно, ну ладно. ну, общение, оно всегда, как говорится, нужно и в жизни помогает. Далее, что еще? Вот хотелось бы сказать о том, что вот по части своего хобби. Вот, если вам интересно. Давай, рассказывай, да, я все слушаю. Значит, И готовлю есть. Васька слушает, да ест, да? да. Итак. В общем, я хотел в детстве, у меня была такая мечта стать ветеринаром. Так. Вот, но, к сожалению, я им не стал. Я стал юристом, да. Ага. И после этого, значит, Животных любил? очень. Так. Вы знаете, у меня в детстве, в 7 классе, была такая история. Я, значит, очень хотел животных, а в школе у нас один парень ходил с 2 крысами. Ну, такие декоративные крысы, у многих, наверное, они бывали. Ну, и у вас не было крысы? Ну, я знаю, что это такое, потому что мы крыс как-то это, по-другому, ладно? Ясно. Ага. Белые были такие, с красными глазами. Ну, короче, эти декоративные крысы, которые не дикие. Да, очень хорошо. интересно было с ними. И, в общем говоря, мои родители были против, но я был очень за. И поэтому я ее купил тогда за 30 рублей и притащил, в общем говоря, домой. Ну, домой же не занесешь вот так вот, да, не покажешь, здравствуйте, ваша тетя. Я положил ее себе на макушку, накрыл шапкой, зашел домой. В общем, ну, никто ничего... Это вуаля, да? Да, нет, никто ничего не заметил. Но потом, когда мама убиралась в комнате, я там уже соорудил такое импровизированное жилище. Помните, были кассеты VHS, по-моему, кассеты, да? Да, старые VHS. такие. Из них соорудил, в общем говоря, жилище, заселил, пошел учиться. А потом мама, убираясь там, конечно, услышала шорох, и был такой крик, такая, как говорится, Не, ну, истерика. конечно, это же как бы Но, эффект неожиданности всегда же. да, но тем не менее, мама, как говорится, пошла навстречу сыну. То есть мне, Так, надо будет так, посолить, ложечку, поперчить. да, А можно руками, мне кажется. да, давайте. Вот, и, значит, по принципу, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ага. Вот. Ну и что вы думаете? Я на этом остановился? Нет. Нет. Второй крысы принес. Была 2-я и 3-я, а после этого еще были хомячки, морские свинки, рыбки, значит, голуби, 2 штуки, 2 кролика декоративных, 2 черепахи, китайский трионикс, Одновременно среднеазиатская, да. Одновременно все все было в одной комнате, 12. Зоопарк Ну, можно можно устроить сказать и домой. так, да. Я вот, у меня была какая-то, не знаю, я очень сильно любил животных. И вот где-то, если была возможность мне получить животное, да, бесплатно там, или просто вот кто-то отдает, я брал и не Обменяться. думаю, где он будет жить даже. А Обменяться. потом уже искал. Менялись, конечно. И даже американские тараканы были, Ну, представляете? это какая-то такая... Это было интересно. Тяга, да? Да. Это была такая тяга, мое детское хобби. В живой уголок ходил я во дворце детства. Ну нет, Вот. ну ты говоришь, что ты хотел стать ветеринаром, ну то есть животные же, они такие, тем более, что декоративные, они довольно хрупкие создания. Обязательно у них что-то болеет, какая-то чумка там у них наступает Ну, и все прочее. Ну то есть ты и сам лечил, получается, или как? Нет, ну чумкой никто не болел, конечно. Но бывали различные там такие болезни локальные, которые мы ходили Друг в друга ветеринарию. подцапаются. Ну это тоже, да. Был случай, страшный случай такой, я до сих пор помню, как страшный сон. Ночью просыпаюсь от дикого крика, думаю, ну, как будто крик ребенка. А оказывается, кролик кричит, представляете? Крыса, значит, родила, вылезла из своего жилища, да, и в целях, кстати, обезопасивания своей территории, где она там рядом, да, обитает, напала на кролика, перегрызла ему хребет, в общем, и он в конвульсиях скончался, к сожалению, да. Это очень печальная история. Я, конечно, тогда очень сильно Ну, стрессанул. зайцы кричат. Но животных не перестал любить. Ага. Вот. Ну, дикая природа, все делать. Да. Вот с собаками мне почему-то не удается. Почему, не знаю. Я тоже их любил сейчас с детства. Сейчас я люблю сельскохозяйственных животных. И об Так. этом я могу тоже сказать. Тоже хобби. Да, теперь уже вот это все переросло вот именно в это. У меня был перерыв, такой хороший перерыв
ну, лет, наверное, сколько, 20, да, я вообще ими как бы особо не занимался. А потом, вот в 17-м году, представьте себе, да, всю жизнь, как говорится, вот на этой административной работе, там, да, общественные дела, туда-сюда. И вдруг ни с того ни с сего у меня появляются 2 коровы, коза, значит, эти гуси. То есть это частный дом был, наверное? Да. Ну, я живу в Мархе, мы живем в частном доме. Вот. Ну и, в общем говоря, Ну, и завел себе. Специально из Чурапчи привезли 2 коров. Так, это я уже все, это все. Начинка у нас готовая. Теперь, Так, а ты не будешь вторую партию или это пока оставлять? Хватит, да? да, я думаю, нам хватит. Нам хватит, но там еще есть операторы, Да? режиссеры, директора. Ну, давайте еще зажарим. Давайте. можно Просто на изначально я тарелку предполагал, положить, что будем есть только мы с вами. Ну, давайте Нет, накормим все. мы обязательно, да. Просто я за них тоже надеюсь. Ну, все Хорошо. равно же делать нечего, пока на Семен придет. Хорошо. Время еще остается, минут 20. Хорошо. Нормально, успеем. Так вот, о сельскохозяйственных животных, вот что я хочу сказать. Вы знаете, это такое наслаждение. Вот некоторые не переносят запах, допустим, болбах, там, да, ну вообще навоза и так далее. Ну, это как бы, скажем так, специфично. Ну да, но может быть это с детством связано у меня. Потому что я помню, как бабушка меня в детстве, когда вот в Чукурдахе жили, она подрабатывала, значит, там был какой-то у нас свинарник, да, она подрабатывала, и меня с собой туда взяла. Я до сих пор мне отпечаталось, как она меня берет вот так вот, значит, маленький 3-летний ребенок, через порог переносит, ставит, и я смотрю, значит, там и запах, который врезался глубоко в мое сознание. Да. И вот каждый раз, когда я проезжаю мимо Хатасского свинокомплекса или свинокомплекс Сибирь, то вот этот запах, малейшее его дуновение, и я сразу же у меня направляет какие-то в ностальгические воспоминания. Да уж. Вот. Я думаю, что где-то, наверное, и это тоже повлияло на любовь к животным. Вот. Ну и вот. Так, и с какой целью ты их? На мясо или нет? Ну, я вообще сторонник здорового питания. Так. Последние, особенно несколько лет. Поэтому моя мечта большая – это иметь свою собственную небольшую экоферму. Вот. Ну, для своей семьи, чтобы можно было и мясо какое-то вяленое свое иметь там, и овощи там самим крутить, там, допустим говоря, и фарш там если, птичий. Да, я люблю индюшачий. Позволяет, да, если частный дом, то почему нет? Да. Ну, даже надо сено косить, это сколько труда. Ну, сено можно купить, в принципе, там не в промышленных объемах, но на 2 коров там, ну, сколько? Много не надо вроде как, ага. Так. Вот. А еще ты говоришь, что у тебя гуси, свиньи. Вот, гуси это тоже отдельная история, потому что я вот как раз-таки начинал именно с гусей. Потому что если кто-то хочет заниматься сельским хозяйством, да, особенно если птицами, то начните с гусей. Потому что самое такое неприхотливое, всеядное. Они сами по себе. Да, Главное, выпустил их там в поле, в луг и все. И они, пожалуйста, питаются подножным кормом. Даже? Да, но особенно крупные. Если какая-нибудь холмогорская порода, то, конечно, она там в 2 раза больше собаки будет. Вот, поэтому это очень тоже увлекательно, интересно. Ну, знаете, этим надо наслаждаться. Вот ты стоишь и смотришь. Не каждому дано. Да, согласен. Некоторые смотрят на это, относятся к этому как к труду, некоторые относятся как к мясу, а в твоем случае, получается, ты еще и получаешь удовольствие, плюс еще... Я получаю удовольствие не просто от процесса, да, а вот я наблюдаю, прям созерцаю. Вот люди некоторые смотрят на картины и радуются, а я смотрю, как она кушает. И балдеешь. Да, и балдею. Да. Вот хрюшечка какая-нибудь там бегает, раз там она. А задумался о том, что почему так? Ну, я же говорю, скорее всего, наверное, это что-то с детством связано. Все мы родом из детства. Да. Да, Вот. действительно. Не, ну бывают люди, которые, без ума от животных и все. Не оттащишь вообще. Все время это собаку, кошку за кошкой. Так уж повелось и все. Да, это вот, наверное, вот пообниматься там, побалабазаться с ними, это, конечно, отдельная песня у некоторых. Да. А в моем случае вот поработать, посмотреть, покормить там. Особенно мне нравится, когда они рожают. Да, ты знаете, еще и далеко пошел, то есть ты как и ветеринар, там, заботишься о них, там, скорее всего, и биологию изучаешь, повадки и все прочее, да? Да нет, в школе у меня это были не самые любимые предметы. Ага. Вот. И сегодня, в принципе, я там шибко тоже не специалист. Но если мне сейчас скажут, давай, занимайся вот этим всем, я с удовольствием этим буду заниматься. Ну, у меня, в принципе, вы знаете, уже землю несколько лет назад приобрели специально для этого. Для фермы, да. Для фермы. Да, ну просто пока нет возможности там это все обустроить. Вот. Но на пути к этому как бы не стопоримся. В этом году, вот в феврале, я уже получаю диплом
Зоотехника. Зоотехника. Да. Вот бакалавриат у меня, значит, юрист по этой специальности. А, значит, по магистратуре у меня будет зоотехник. Вот все удивляются. Значит, всему свое время. Ну да. То есть Итак, все равно догоняем. так, соль, перец. Давай поговорим про нынешнюю твою деятельность. Да. Колледж «Синергия». Я знаю, что «Синергия» уже существует давно. Да. Что это такое в Якутске? Это не франшиза, я так понял. Да. Вообще Но университет. имеет схожее название. Да, университет «Синергия» вообще берет свое начало с Правильно, 1900... «Синергия» или «Синергия»? «Синергия». «Синергия». Да, берет свое начало с 1987 года. Вот это вот самый, скажем, такой, ну, слово сказать, старый, не старый, но долгоживущий, скажем так, да, проект, да, университет. Он входит в корпорацию «Синергия», которая занимается всевозможными проектами, в том числе и дошкольное образование, и общешкольное, и высшее, и среднее профессиональное. И вот в нашем городе... Снова это все равно учебное. Да, в нашем городе, вообще среди регионов первый, значит, в стране открыт вот колледж цифровой колледж «Синергия», вот, в котором у нас в прошлом году было 3 программы обучения. Вот, это анимация кино, вот, это, значит, программирование, в том числе, значит, разработка программ, вот, информационные системы. Делятся там на 2 квалификации. Модная сейчас IT. Да, и, значит, графический дизайн. Графический дизайн, это так. А в этом году у нас уже будет 7 программ. Уже? Вот, да. Сейчас у нас обучается 174 студента. 5 групп. Немало для первого. Да, 5 групп на базе 9 класса и 2 группы на базе 11 класса. Вот. Дети к нам идут, потому что все-таки у нас в республике этот колледж и «Синергия», корпорация достаточно серьезно вложилась. Если вы помните здание ДОСАВ, где вот сейчас мы располагаемся, да, оно было такое старое, заветшалое, ну совсем такое, никакое. Ну, как А я сейчас, зашел, уже все новенькое. да, светлое, абсолютно ремонт. прекрасный ремонт, прекрасная материальная база, мощнейшие компьютеры, каких вот в городе здесь нигде нету, кроме как у нас в колледже, среди учебных заведений, имею в виду. Вот. Это прекрасные преподаватели. Кроме того, хочу сказать, вот если говорить в части о моей профессии, как педагог-организатор, моя основная деятельность в чем заключается? Значит, я работаю со студентами, внеучебная работа. Вот. У нас есть студенческий совет, вот, очень такой неплохой, активный, и мы проводим всевозможные мероприятия по 9 направлениям. Там и спортивно-массовый, значит, и киберспорт, IT-сфера, да, и учебно-просветительский, пожалуйста, социальные активности, то есть благотворительные мероприятия какие-то проводим, да, значит, творческих инициатив и далее. То есть с детьми очень тесно работаем. И в этом смысле в нашем колледже у них свое помещение есть приличное, большое. Ну, да, там все, пуфы, приставки, настольные игры, кинопроекты. Все по-современному сделано, да. Для того, чтобы наши дети могли творчески все-таки раскрепоститься, чтобы чувствовали себя в своей тарелке. И действительно, после учебы они остаются чуть ли не до самого вечера, Колодки, занимаются. модное слово. Ну да, Колодки, можно и так сказать. Да. Поэтому Работа с детьми очень интересная. Я 17 лет в этой всей молодежной движухе. Соответственно, мне с ними проще найти общий язык. Вот. Кроме того, у нас в республике реализуется проект, кроме колледжа, еще и мастерская креативных профессий. Synergy Creative Hub, вот, который располагается у нас в квартале труда, вы знаете, за столичным рынком. Вот это будет, да, это новая уникальная площадка для того, чтобы молодые люди, ну, разных возрастов, да, не только молодые люди, люди разных возрастов могли прийти и получить какую-то дополнительную компетенцию. То есть это как центр доп. Образования, кружки. Вот. Поэтому у нас там будут и по анимации. Типа секции. Да, и по анимации там будут, значит, кружки, и по вот граф-дизайну, моушен дизайн и так далее, и так далее. Кроме того, есть перспективные планы по открытию внутри этой мастерской студий, связанных с такими общими направлениями, допустим, как подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, тоже немаловажно. То есть, придя к нам, молодой человек, допустим, если говорить о школьнике, да, 7-8 класс, он обретает определенные навыки, да, которые ему впоследствии будут полезны при поступлении в колледж, если он захочет пойти в область IT-сферы, да, информационных технологий. Кроме того, вместе с тем,
подготовиться к этому же поступлению, то есть ОГЭ и ЕГЭ. И вместе с тем сопровождение... Чтобы у него появилась некая уверенность, что Да. он, да, уже... Это первая такая стартовая очень площадка. сильно подготовленный будет. Да, стартовая площадка. Там тоже такая же атмосфера, как у нас в колледже. То есть вот современные вы у нас были. Прекрасные площади, прекрасные компьютеры. Поэтому где-то в апреле месяце планируется открытие вот этой мастерской, куда мы всех, конечно, и приглашаем. Ага. Вот поэтому сегодня вообще, вы сами знаете, что наша республика не только лидер по Дальнему Востоку в IT-направлении, но и уже конкурирует с рядом регионов России. Поэтому перспективное направление, и сегодня не зря руководством все-таки нашей республики уделяется огромное внимание. И в концепции развития республики до 30 года это основная задача – создание вот этих вот профессиональных кадров, работа на перспективу. Поэтому наш мир тесно связан с информационными технологиями. Ну, И я рад, что моя говорится, жизнь это меня уже туда никуда, да. направила тоже. Да. Ага. Хотя раньше я никогда в этой области не работал. Но сейчас, как говорится, как там говорят японцы, каждые 5 лет надо менять профессию. Да. Вот. Ну, собственно говоря, у меня так не получалось. Но сейчас вот я в свои 36 лет обрел новую профессию. Уже Имея образование юриста, доп. Образование педагога-организатора, значит, и скоро буду магистром зоотехнии. Зоотехника. Да. То есть сельское хозяйство тоже может вернуться спокойно, с чистой совестью, скажем. Ну, я когда выйду на пенсию, надеюсь, не скоро, я, значит, этим займусь очень углубленно. Ну, а так для себя, я думаю, скоро буду снова заводить. И вас угощу своим вот этим фирменным выращенным гусем. Гусем. Да, отлично. Слушай, все-таки давай еще раз вернемся на синергию, да, колледж. Кем было принято решение, да, говоришь, в прошлом году, в октябре вы только открылись? В сентябре. Да. В сентябре прошлого года, да, и тем более, что он первый Среди регионов страны. Среди регионов, да, Да. да. Кем было принято решение и почему именно здесь? Ну, значит, у нас руководство нашего университета, да, имея, естественно, перспективные планы по развитию вообще в сфере среднего профессионального образования, понимая то, что у нас в республика является одним из лидеров в IT-индустрии, вот, естественно, работает наперед, на опережение. Вот, и наши учредители, естественно, приняли правильное решение о том, что действительно в республике нужно это развивать. Уже, скажем так, морально уже полностью готов, вызрел, полностью, да, и уже готов имеются вызрел. серьезные же результаты. Пожалуйста, есть же у нас сегодня вот эти различные приложения, разработчики этих приложений, которые имеют действительно большой сегодня успех. Да, и не секрет то, что у нас уже IT-парк работает уже, да, вы же тем более знаете, что вы с ними уже начали сотрудничать. Да, наш колледж сегодня имеет, значит, соглашение с рядом, значит, организаций, в том числе вот IT-парк города Якутска. Кто ваши студенты? Наши Как, студенты... на базе 9 класса можно, по-моему, да, уже? Да, на базе 9 класса. Ваши У нас студенты. дети учатся 3 года 10 месяцев. На базе 11 класса уже 2 года 10 месяцев. Какие условия для поступления? То есть это же не ЕГЭ, правильно? Ну, у нас, как и в любом среднепрофессиональном колледже, ну, в колледже среднепрофессионального образования, у нас по среднему баллу принимают. Вот. То есть в школе уже надо, естественно, определенные какие-то баллы зарабатывать, да? То есть участвовать в каких-то олимпиадах, какие-то предметы, успехи, личные достижения, то есть по среднему баллу. Стоимость у нас средняя по республике. Да. Вот это тоже немаловажный вопрос, зная, что ваша структура это все равно частная компания, это же не датируемая, не государственная, все равно вы на полном хозрасчете, правильно? Да? Ведется работа по, значит, выделению бюджетных мест. Бюджетных мест, ну если будет это какое-то дополнительное финансирование, Саша. Да, ну вот сейчас, ваша да, организация, сейчас у нас процесс идет аккредитации вот, в течение года. Соответственно, у нас уже будет возможность иметь такие бюджетные места, а это значит в перспективе и общежитие. То есть наши студенты, да, приезжающие с улусов, с Крайнего Севера, вот я сам с Крайнего Севера, потребность, конечно, имеет высокую в этом плане, и это будет, я думаю, очень востребовано. Да. Ну да, а какое процентное соотношение, ну, допустим, скорее всего, это городские, да, в основном поступают, или как? Ну вот сейчас, в данное время у нас как-то 50 на 50. Даже так? Да, с районов республики есть много детей. Да, Ну, то я есть вот у них пока общаюсь. общежития нету, но... тем Ну, не они менее, живут, это да, все у родственников и так далее, живут, имеют возможность. Но я думаю, когда у нас будет общежитие, у нас будет еще, конечно, больше студентов. В этом году у нас уже, у нас же работает постоянно приемная комиссия, вот, и уже обращаемся. Постоянные? Да, и у нас... Ну, то есть в любое время
дети могут уже, Да. 8 класс, они думают, синергия открылась, в следующем году я хочу туда, и начинают уже к вам Да. подавать заявки, какие-то Правильно. свои эти. И да. вот мы значит, проводим дни открытых дверей уже не первый раз. Так. И как раз вот эти дети приходят, Ага. вот, воодушевляются, впечатляются Смотрят, и уже ходят, хотят прийти к смотрят, нам. Как, где, что Да. учиться. Ну, поскольку они учатся в 7-8 классе, они не могут сразу поступить, и они придут к нам в нашу мастерскую креативных профессий После в квартале труда. Да. Ну, после 10, после 11 тоже можно. Нет, они до 9 придут в мастерскую креативных профессий, да, вот где это будут вот первичные классно. навыки получать, Так. посещая наши кружки. Закончив 9 класс, естественно, пойдут к нам поступать. Мгм. Вот. К нам, ну или в какое-то другое учебное заведение по IT-направлению. Прекрасно. О, у нас уже подходит Да. наш Семен, уже Уже пожарил все всё. готово. Здорово. Так Так, должно быть. ну что ж, продолжаем тогда. Да. Уже. Да, что у нас? Да, у нас уже фарш готов. Сейчас, по-моему, за соус. Да, Дим? сейчас сделаем соус. А, вы еще не сделали соус, да? Мы еще Мы не еще сделали. делали Мы вас соус, ждали, да. Так, Мы что были сделать его давайте, вместе. Мы очень плотно были заняты Давайте фаршем. нож тогда мне. А, Так, давайте. Оп. Нож мне. нож и, да, чеснок добавляется туда. Да, Это что, сметанка? сметанка. Сейчас мы сюда добавим. Соль, перец? Так, перчик добавим сюда. По-хорошему тут еще бы, конечно, и горчичку. Дмитрий, все мы знаем, да, ну вот сейчас IT, это все на коне, это все очень востребовано и все прочее, да, но глядя на себя молодого, когда ты поступал, что бы ты посоветовал бы молодому поколению? Знаете, это вот, я как уже сказал, для меня Это очень серьезный важная, вопрос, важная, очень больная важный тема. вопрос, да. Я могу честно признаться, что свое первое высшее образование я получал в течение 14 лет. 14 лет. Да. Я думаю, дольше меня никто так не получал. И Я когда меня знаю одного человека, который 17 лет на ИТФ учился. на ИТФ, На да, ИТФ, да. значит, я второе место занимаю, Да-да-да. значит, в республике. Ну, уже хорошо. 5 лет. Вот. Так вот, когда я выпускался, у нас было там 3 отличников. Я отлично сдал госэкзамен. Вот. И все, конечно, выдохнули, что наконец-то я ушел. Ну, слава богу, наконец-то закончил. Да, получил диплом бакалавра. Вот. Ну, это было связано больше, конечно, с какими-то перипетиями в семейной жизни. Потом рано пошли дети, семейная жизнь, работа, все как-то закрутилось, завертелось. Общественная еще вот эта вся движуха. Приоритеты неправильно расставили, понимаете? Вот. Соответственно, я хочу сказать всем молодым людям, и всегда говорю, что и родителям в том числе, что очень важно правильно вот сориентировать молодого человека. В том числе вот до поступления в СУС или в ВУЗ, это, конечно, вот эти кружки всевозможные, какая-то профориентация и прочее, потому что вот совершив ошибку, потом начинается вот эта перетрубация, да, 5 лет там, потом тут, потом вообще поймешь, что это, оказывается, не твоя профессия, время потеряно, и ты уже старый, Ну, уже никому не нужен. Скажем так, мир сам очень быстро меняется. Да. Ой, спасибо. Так, значит, вот сюда мы будем макать, а вот это мы будем сейчас с вами фаршировать. Если что, ложка там. Хорошо, спасибо. Ложечками. Так, это сюда. И вот, Семен, мы сюда будем, да, Да, кладите. сервировать? Вот так или вот так? Вот, нет, Вот так. да. Хорошо, вот так. 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 И как ты заворачиваешь? Обычно в конвертик, Да, вот так вот. как письмо, да? Да. Оп. 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 И вот сюда. Оп. Вот так. Не Вот, хочет? все. Хочет? То есть самое главное все-таки выбрать, что тебе нравится или как. Да. Ну, я считаю, что профессия, ну и, наверное, со мной многие согласятся, что профессия должна все-таки приносить удовольствие. Если нет любви к работе, то о каких результатах можно говорить? Человек все равно рано или поздно ее бросит. Поэтому вот, собственно говоря, я сам долгое время находился в поиске, и вот сейчас я понимаю, что попал именно туда, куда хотел. Вот. Именно в образовании. Да, работать с детьми, с людьми, это мое.
А вот, допустим, глядя на себя молодого и нынешнее поколение, сейчас же все время у нас частенько встает вопрос отцов и детей и все прочее. Как нынешнее поколение в целом? Ну, знаете, в каждом поколении есть свои, конечно, какие-то тренды, которые потом устаревают. И, соответственно, когда вот мы смотрим, помнишь, наши родители говорили, да, вот и... Что из вас вырастет, Да, какую да, музыку да, вы слушаете, куда вы идете, кто так одевается, почему рваные джинсы. Да, а и стоит почему, спросить... и почему ухо проколол. Да, а стоит спросить, а какое у них было детство, да, какая у них была юность. Ну да. То есть то, что было тогда нормой, уже для нас устарело, да? Вот. А для них, соответственно, все, что новое, это, возможно, что-то такое пугающее и так далее. Поэтому молодежь, наверное, всегда одна. Просто возможностей не всегда у нее, наверное, может быть в том количестве, чтобы можно было раскрыть свой потенциал творческий, профессиональный, какие-то навыки обрести. А сейчас в этом смысле, конечно, очень много возможностей для того, чтобы можно было себя реализовать. Было бы желание, что называется. Да. Давайте, ребята, заканчивать. Как раз каждому по три получается. Да. Да, Семен? Ну, по 2 можно сделать пока что. По 2? А, ну да, кому-то останется еще. А вы не хотите завернуть анекдотчик? Нет, я не буду. Не уже. будете? Раз уж вы начали, это все. Вы можете закончить. Нет, спасибо. Все. Крупно давайте покажем, что у нас получилось. Вот это. Видите? Семен пошел украшением делать. Ну, угощайтесь. Дегустацион. Дегустацион. Давайте пробовать. Прямо вот так. Приятного аппетита, друзья. И вам приятного аппетита. Действительно, просто вкусно. Да, блины одна из самых моих любимых блюд. Митя, спасибо большое. Да. Да. И подытаживая, у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Вот на эту камеру. Очень вкусные блины. Спасибо. Они как-то приобрели другое звучание. Вот вы уходили стряпать их, и, видимо, какой-то секретный ингредиент добавили. Очень вкусно было. О, уважаемые друзья, и что я хочу пожелать молодому поколению, чтобы вы определились в своей жизни, чтобы не совершали глупых ошибок, слушали своих родителей, слушали свое сердце, и пусть по ходу всей вашей жизни вам сопутствует только успех и удача, и побольше верных друзей. Приходите учиться в колледж «Синергия». А я еще раз скажу, друзья, что у нас сегодня был в гостях педагог, организатор колледжа цифровых профессий «Синергия» Дмитрий Шарипов. Дима, еще раз спасибо большое за беседу. Спасибо вам большое. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто Вкусно. вкусно. Будьте здоровы, друзья.